Позор прокуратуры, продажные твари. И судят такие же. Собирайтесь встретиться, супруги. Она консультировать Супруга, Аялна. Мне можно на 5 минут? Так же, как и для вас было новостью, что прокурор, выступая в нашем деле, приводит какое-то другое уголовное дело, причем не предъявляя каких-либо документов. Это неправильно, и по процессу неправильно, и по порядку неправильно, и не по закону. И суд, соответственно, не может принимать такого рода заявления сейчас, рассматривая изменения меры пресечения. Я уточню все эти детали, и тогда вам подробнее скажу. Но я хотел бы сказать так, что в данном случае, почему подлежало отмене постановления Первомайского района? Потому что нельзя допускать, чтобы следствие жонглировало мерами пресечения. Закон предусмотрел строго определенные случаи. А в данном случае получилось так, что хотим подписка о невыезде, захотим по-другому, заключим под стражу. Невзирая на то, что закон устанавливает порядок. Но это неправильно. И состояние Кулматова Кулмачбека Кинешевича вполне хорошее. Конечно же, это неприятно слышать в свой адрес вот подобные решения суда. Но он держится, он сильный человек, поэтому время все расставит на свои места. И я все-таки надеюсь, что и правосудие, в конце концов, должно восторжествовать и в этом случае. Определено. После 20 июня будет решаться вопрос о передаче дела в суд или о продлении заключения под стражу и продление срока следствия. И может быть это продлено на месяц, если дело не передадут в суд. Но обжаловать мы постановление Бишкекского городского суда обязательно будем. Я завтра же подам жалобу. К сожалению, боюсь, что Верховный суд, рассматривая жалобу, может тоже не принять законного решения. Почему? Скажу очень просто. В моей практике складывается так, что Верховный суд избегает рассмотрения или пересмотра подобных решений, когда проходит срок. То есть 28-го, это будет рассматриваться уже после 28 июня, и Верховный суд просто прекратит производство. Хотя, опять же, по закону это не должно быть. Но я все-таки надеюсь, что, может быть, состоится обратное. Правосудие в Бишкекском городском суде не оправдались. Хотя вы слышали все выступления, одно достижение, что суд сделал заседание открытым, это большой плюс. Но, к сожалению, суд не учел все требования закона, которые говорили о том, что пересмотр должен был закончиться освобождением Кулматова и отменой постановления Первомайского районного суда, только лишь на том основании, что Первомайским судом была нарушена и Конституция Кыргызской республики, и принципы уголовного процесса, и закон в целом. Был нарушен порядок изменения меры пресечения, и основание, которое положил в основу Первомайский суд, не должно было быть законным признано. К сожалению, Бишкекский городской суд не посмотрел на это, и я считаю, что авторитет правосудия, выносящего такие решения, у общественности и у народа Кыргызской республики только будет падать.